Официально в нашей стране медицина бесплатная. Но бесплатной медицины не бывает ни в одной стране мира. Либо за нее платит государство, либо пациент. Закон абхазского здравоохранения, который регулировал бы данную область, пока не писан. Возможно, отчасти потому, что вопрос финансирования труднорешаемый. Какие медицинские услуги вынужден оплачивать пациент сам, а какие обязано государство? И почему некоторые наши граждане оплату медицинской помощи называют вымогательством, а иногда благодарностью? То, о чем обычно принято молчать, наша программа рассказывает вслух и громко. Общаясь с нашими гражданами, часто слышу вот такое. Если они будут знать, сколько стоит медицинская услуга, если будет официально установлена цена, то им легче прийти к врачу и не оттягивать свой вот этот поход, потому как они не знают, сколько стоят медицинские услуги, кто как платит. Это какой-то дискомфорт для пациента. Несомненно, возникает масса вопросов у наших граждан. Поэтому сегодня в гостях у нас замминистра здравоохранения Кация Батал Ривазович. Я думаю, он сможет ответить на все наши вопросы, и не только, которые интересуют нас, но и наших телезрителей. Батал Кация, который когда-то покинул нашу передачу. Добрый день, уважаемые телезрители. И сегодня у нас в гостях замминистр по медицинской части Батал Кация. Добрый день. Добрый день. Добрый вечер. Батал Ривазович. Мне непривычно говорить отчество, потому как совсем недавно мы с тобой вели программу. И непривычно видеть тебя вот в качестве гостя. Желаю тебе удачи. Спасибо. В твоем новом поприще. И, конечно же, очень такой важный вопрос мы сегодня подняли. Я надеюсь, несмотря на то, что нелегко разобраться в теме, по поводу оплаты медицинских услуг. Существует ли у нас какой-нибудь закон, распоряжение об оплате медицинских услуг в наших медучреждениях? На самом деле, существует постановление Кабинета министров разных годов, 94-го, 96-го и 2012 года, в которых постановление гласит о том, что разрешено ценообразование и, соответственно, введение платных услуг, в частности, в санитарно-эпидемиологической службе, в лечебно-профилактических учреждениях и в распоряжении Кабинета министров от 2012 года, декабря, делегировано Министерству здравоохранения разработать именно в амбулаторном звене ценообразование на различные виды медицинских услуг. Просто сама работа пока еще в процессе, потому что подсчет и расчет ценообразования, самой цены на медицинские услуги достаточно объемная и кропотливая вещь. А как это высчитывается? Есть специалисты? И по карману ли, выводится ли та сумма, которая будет по карману нашим гражданам? Что касается специалистов, это, конечно, наша такая больная, скажем так, точка, потому что у нас очень мало специалистов, которые могут самостоятельно вести такие расчеты. В Министерстве здравоохранения, в частности, у нас один человек занимается этим, поэтому на нее ложится очень большая нагрузка. Что входит, какие составляющие ценообразования? Условно представим себе кабинет, в котором происходит прием доктора, и, возможно, какие-то манипуляции медицинские. Соответственно, в цену должно войти амортизация оборудования, расход электроэнергии, расход воды, манипуляции, которые медицинские производятся, соответственно, оплата услуги врача, и всякие дополнительные вещи. Поэтому кабинеты совершенно разные, если мы касаемся поликлинической части условно. Что касается амбулаторной части, то есть это анализы и все прочее, то есть амортизация оборудования. Оборудование совершенно различное, расходные материалы, цены, потому что цена и на расходные материалы и реактивы, как правило, часто меняется, соответственно, должна вовремя производиться индексация этих вещей. Следить за этой вещью достаточно сложно. Но, в принципе, в общих чертах, что касается амбулаторно-поликлинической части, большая часть работы уже проведена. Батал, скажите, пожалуйста, вот на данном этапе, на сегодняшний день, какой объем медицинских услуг у нас в поликлиниках, в стационарах больших, в том числе в больницах республиканских и так далее, то есть оказывается непосредственно бесплатно, то есть
какие услуги можно получить бесплатно? Бесплатно, если смотреть, да, то есть сейчас по факту все процедуры, которые проводятся в стационаре, то есть это непосредственное лечение, в том числе и хирургическое. В поликлиниках это консультации докторов, соответственно, сами операции, процесс лечения, это все, естественно, у нас бесплатно. Вот. Что касается амбулаторной части, то есть она в большей части также проводится бесплатно, но вопрос в том, что в амбулаторной части, что касается анализов, к сожалению, бюджет государственный недостаточен для финансирования закупок реактивов и расходных материалов на эти вещи, поэтому больницы и сами лаборатории, как правило, самостоятельно это все делают, поэтому они вынуждены то есть назначать какую-то цену. При всем при этом я не знаю таких случаев, когда бы, если человек обратился неимущий, объяснил ситуацию и по просьбе доктора, чтобы какая-то лаборатория или там, какой-то лаборант, непосредственно сам доктор, отказал бы в бесплатном анализе государственных лечебных учреждений. То есть это что касается непосредственно анализов. А если говорить о каких-то вот методах дообследования, грубо говоря, в том же МРТ, УЗИ методов обследования, то есть они оказываются платно или бесплатно? Они, значит, оказываются... Они же сейчас платные. Ну, то есть вот как раз вот этот вопрос, и поэтому я и задаю, в принципе. То есть непосредственно не в поликлинике, а уже в стационаре, если больной. Если больной в стационаре, обеспечивается бесплатно. Ага, если в стационаре. То есть, а если в поликлинике, то эти услуги уже будут оказываться платно. Если амбулаторно. Ну да. Амбулаторно они сейчас проводятся платно, вот, но если возникает необходимость, еще раз говорю, то есть бесплатно обследовать пациента, ни одного случая отказа я не знаю. Республиканская больница – самое крупное медицинское учреждение в нашей стране. Несмотря на то, что недавно при больнице была открыта поликлиника, здесь всегда много людей. Ежедневно поликлиника принимает более 100 человек, а стационарно проходит лечение 150. В нашей стране пока нет альтернативы советской системе здравоохранения, а значит для населения медицинская помощь бесплатная, но только на бумаге. Сейчас мы узнаем, за что платят пациенты, а какую часть расходов берет на себя государство. Расходы пациента начинаются с 5 рублей. Это цена за бахилы. Дальше диагностика. Чтобы поставить правильный диагноз, врачу необходимы результаты исследования организма. Лаборатория для клинических анализов, ультразвуковое исследование, рентген, МРТ. Большой перечень диагностической аппаратуры, которая требует затрат, закупа реактивов и других необходимых медицинских расходных материалов. Очень большая часть вот этих вот затрат на сегодняшний день лежит на плечах самих пациентов. С недавних пор рентген-аппарат в республиканской больнице не выполняет весь объем исследований, так как неисправен, не работает и магнитно-резонансная томография. Чтобы восстановить жизненно важные методы исследования, необходимо дополнительное финансирование. И это малая часть расходов больницы. Чтобы обеспечить всех пациентов, а их в среднем около 150 человек, качественной медицинской помощью, необходимо многомиллионное финансирование. Мы сейчас в настоящее время, к сожалению, не можем себе такое позволить. Это была бы идеальная ситуация, когда государство могло бы обеспечивать свое здравоохранение. И тем не менее, все граждане, которые обращаются за помощью, ее получают. В беде не оставляют никого. Экстренная помощь, она должна и будет оказываться всем, будь то льготники, будь то простые граждане, не обладающие льготами, должна оказываться бесплатно. Абхазское здравоохранение на сегодняшний день не в силах финансировать все республиканские медицинские учреждения. Как вариант выхода из ситуации, в 2012 году Кабинетом министров было подготовлено распоряжение, по которому должны были ввести официально оплату некоторых медицинских услуг. Тогда проект не нашел реализацию. Сейчас Министерство здравоохранения решило вернуться к теме частичной оплаты медицинских услуг. По крайней мере, мы будем просить и настаивать на том, чтобы часть суммы
которую будет вносить пациент в так называемую кассу, чтобы часть этой суммы шла на оплату наших сотрудников. Конечно, в данном вопросе очень важно мнение другой стороны, потребителей медицинских услуг. И мы обязательно его узнаем. Если вот это распоряжение, которое сейчас лежит передо мной, вступит в силу, то все должны будут платить за медицинские услуги. Будут ли категории льготников, для которых всегда будет даже амбулаторная медицинская помощь, бесплатной? И кто определит эту категорию? Спасибо, Анна, за вопрос. Но вопрос на самом деле очень актуальный. Я хочу, чтобы все телезрители, все наши граждане понимали, что если будет введена официальная плата за те или иные виды, в том числе амбулаторных услуг медицинских, то вы же понимаете, что если цена официальная уже назначена, это будет платная услуга, то бесплатно ее сделать не получится. Соответственно, если сейчас такая возможность есть, грубо говоря, да, условно придет человек попросить, и они, в счет своей собственной прибыли, они сделают это бесплатно. В случае, если это официально будет принято, то бесплатно сделать уже не получится. Теперь возникает вопрос, есть льготные категории граждан, есть категории граждан, уровень доходов, который не позволяет или не будет позволять сделать данный вид анализа. Кто за это будет платить? Тут возникает следующая ситуация, при которой, если человек не имеет возможности ввиду заработка или уровня доходов, или своего социального статуса, не имеет возможности это сделать, соответственно, оценить статус этот должен точно не Минздрав, то есть не Министерство здравоохранения. Это его статус должно оценивать другое министерство, Министерство труда и социальной защиты, в частности. То есть вместе с ними происходит эта работа. Вместе с ними нужно обсуждать, то есть фонды инвалидов есть. Если человек приходит, и у него есть, условно говоря, льгота 50% или бесплатная, то надо понимать всем, что если этот анализ будет проведен, то за него все равно придется кому-то заплатить. Кто будет платить за льготную категорию граждан? Это тоже вопрос для обсуждения. Может быть. Не Минздрав, я так понимаю. Есть ли у Минздрава финансы, чтобы платить за категорию льготников? Естественно, я думаю, эту нагрузку нужно будет разделить, потому что оценить, во-первых, статус человека, да, то есть по которому он придет и скажет, есть у меня возможность заплатить или нет, Минздрав точно не может. Поэтому если эта категория будет обслуживаться, то платить за нее должен мне кажется, точно не Минздрав. Поэтому эту ответственность, в том числе финансовую, нужно будет разделить, но пока этот вопрос обсуждается. Сухумская городская поликлиника. Ежедневно сюда обращаются около 250 человек. Здесь оказывают лечебно-профилактическую помощь. Мы с оператором Артуром Каланди впервые проводим съемки в этой поликлинике. Поэтому расскажем и покажем обо всем, что увидим внутри. Оборудование, медикаменты, врачи и, конечно же, условия работы. Оставайтесь с нами. Лиана Зибеевна Ампар, главный врач Сухумской городской поликлиники, знакомит нас с медперсоналом. Это врачи и все высшей категории, имеющие за спиной большой опыт работы. Все нужные специалисты у нас есть, говорит Лиана Назибеевна. Мы можем в хирургическом кабинете оказать первую помощь. У нас существует процедурный кабинет, где мы можем больному с гипертоническим кризом помочь на данный момент. В этой поликлинике под особым присмотром инвалиды войны, их около 400 человек, а также 230 человек с сахарным диабетом. Это постоянные пациенты, которых они ведут. Данная категория необходимые лекарственные средства получает бесплатно. Финансирует городское здравоохранение. Подростки столичных школ 3 раза в год в поликлинике проходят полное обследование. В этом году у нас подлежало медосмотру 1680 детей. В результате осмотра было выявлено около 110 больных подростков. Среди них юношей около 40 человек. Самая острая проблема для поликлиники сейчас – это флюорография. Она не работает более 5 лет. И провести качественное исследование грудной клетки и легких
невозможно. Учитывая, что за прошлый год было выявлено 150 больных туберкулезом, терапевты поликлиники считают этот вопрос жизненно важным. Без этого вообще нельзя. Я вот вам назвала цифру подростков. Вот эти дети, они из них, юношей, 1000 с чем-то человек. Вот эти юноши, они все должны быть призывниками. И без флюорообследований они не могут пройти эту комиссию. Сухумская городская поликлиника работает до 3 часов дня, но у врачей есть и дополнительная нагрузка. Они посещают на дому своих больных. Какая заработная плата? 6300. Сейчас добавили, может, больше будет. Ставка. Да, ставка. Конечно, это скромная сумма, но по старой советской закалке врачи поликлиники выполняют свой профессиональный долг, насколько им позволяют медицинское оборудование и условия. А условия здесь желают оставлять лучшего, хотя здесь все дышит чистотой. Посещаемость есть? Посещаемость, естественно, есть. Высокая. А вот эта аппаратура, которой вы пользуетесь, минимальная, да, кажется, она насколько соответствует современности? Современная аппаратура совершенно, начиная отсюда, со щелевой лампы, все это новое у нас, только старые потолки и стены. Дальше мы обходим кабинет хирурга и лор-врача. Если в кабинете окулиста оборудование более или менее современное, здесь этим не могут похвалиться. Мы ничего не получали. Это то, что довоенное. Давно. Это Всё когда мы довоенное. вселялись. Кто вам закупает реактивы? Есть ли вообще расходные материалы? Необходимые есть? Иногда не хватает, но в основном дает Горздрав. Особая гордость поликлиники – кабинет физиотерапии. Его хозяева рады нашему приходу. Скажите, какие процедуры вы проводите в вашем кабинете? Мы проводим электрофорез, кварц, магнит. А можно посмотреть, вы нам покажете, Да, конечно. что делает этот аппарат? Чем он так полезен? Он все в основном хондрозы, артрозы, да. Артрит. Да, во многих он. И хирургические, после хирургических операций тоже. Какая у вас обращаемость? Люди приходят? Да, конечно. Сколько в день стоит бывает. одна процедура? У нас бесплатное лечение. Да. Сколько в день людей бывает? Бывает 15-20, зависит, как назначат. После экскурсии по поликлинике мы возвращаемся к важной теме дня – нововведение официальной оплаты медицинских услуг. Этот вопрос у врачей поликлиники вызывает опасения. Наш контингент это малоимущие. Зачем скрывать, будем говорить откровенно. Поэтому я даже не знаю, в какой степени это скажется на их обращаемости к нам. Спасибо вам большое за экскурсию. Вам спасибо большое. За такой теплый прием, за то, что вы все нам рассказали. Удачи вам. Спасибо вам большое. До Всего свидания. хорошего. Вот еще такой вопрос, касаемо медицинских услуг и оплаты, непосредственно. Собирается ли государство в ближайшее время вводить страховые полюса, то есть всем известные в России, которых у нас, к сожалению, на данном этапе нету. То есть будет ли это обязательное медицинское страхование или добровольное медицинское страхование, будет ли ценовая политика одной или другой страхового полюса. Хотелось бы поподробнее узнать, если что-то, какая-то программа есть в разработке. Этот вопрос задают сейчас очень многие. В рамках подписанного межгосударственного договора, в декабре прошлого года, есть пункты этого договора, по которым абхазская сторона обязуется создать условия для того, чтобы граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Абхазии, могли иметь возможность получить страховой полис Российской Федерации для того, чтобы обслуживаться по этому полису в медицинских учреждениях Российской Федерации. Для того, чтобы доработать до конца этот вопрос, сейчас формируется рабочая группа совместно с Министерством здравоохранения России, которая будет прорабатывать этот вопрос. То есть это возможность получить медицинскую услугу в учреждениях соответствующего профиля Российской Федерации, но в этот полис входит определенный перечень, что именно будет входить, кто будет за это платить, естественно, достаточно актуальный вопрос, и каким образом все это будет осуществляться. Это все пока на стадии разработки, окончательного ответа я сейчас дать не могу, потому что здесь есть вопросы, касающиеся нашего здравоохранения.
Мы формируем и пытаемся строить свою модель здравоохранения и, соответственно, пытаемся защитить свои лечебные учреждения, своих коллег, докторов, в плане того, чтобы обеспечить их достойным оборудованием, достойными условиями для работы и сделать все условия для того, чтобы наши граждане имели возможность лечиться здесь. Если этот полис будет здесь реализован, то получение медицинской помощи, не исключено, будет осуществляться только если лечащий доктор, либо какая-то комиссия даст для этого показания. Только в этом случае. Какие медицинские... Это один из вариантов. Понятно. Какие медицинские учреждения финансирует Минздрав? Министерство здравоохранения напрямую финансирует только лечебные учреждения республиканского значения. Это такие, как Республиканская детская больница, Республиканская клиническая больница, Республиканский онкологический диспансер, ну и, соответственно, другие. Вот насколько вы покрываете их потребности? Минздрав насколько покрывает потребности? Это вопрос тоже для нас очень такой чувствительный. Естественно, финансирования не хватает. Вот. Если говорить в процентах либо в цифрах, ну, сейчас из того, что действительно хотелось бы для того, чтобы достойно реализовать те планы, которые у нас есть, ну, это приблизительно 15-20% от необходимой суммы. Еще у меня вот возник такой вопрос. Если будет официальная оплата медицинских услуг, кстати, граждане часто об этом говорят, потому что им тоже неудобно, они не знают, хотят отблагодарить врача, они не знают, сколько можно за данную услугу оплатить. Им легче там знать, вот пресс-лист висит, вот они оплачивают там за прием 500 рублей и так далее. Но мы ведь прекрасно знаем, откровенно говоря, что у наших врачей мизерная зарплата, настолько смешная, что даже не стану его озвучивать. И вот такая благодарность от наших граждан, как какая-то поддержка, скажем, да, врачу, которому платят такую маленькую зарплату. Что же будет потом, если оплата будет официальная, и это все будет идти в бюджет, что будет врач работать на 7 тысяч в месяц? Та система или та форма оплаты, которая будет осуществляться, дальнейшее распределение этой суммы подразумевает, что часть суммы будет уходить на оплату услуг самого доктора, то есть на его зарплату. Но в любом случае я хочу заметить, что значит, менее 50% доктор не может получить от установленной суммы. Человек пришел, услуга стоит 100 рублей. 50 рублей из данной услуги должна оплачиваться доктору. Минздрав собирается вводить платную медицину в Абхазии. Что вы по этому поводу думаете? С одной стороны, правильно, потому что все так покупаешь. Все равно, но лучше будет платный, уже заплатил сразу же и все. Я так думаю. Я не знаю, что люди выберут. Я тоже согласна буду. Лучше в кассе платить официально. Знаешь, сколько платить, кому, за что. Так думаю, что лучше будет, конечно. Естественно, лучше, конечно, когда знаешь уже официально, что сколько нужно, и оплачиваешь. Должна быть бесплатная и платная медицина. Человек может оплатить, он зайдет в кассу, все заплатит, сколько, что. Как в Российской Федерации. Есть же платная медицина, есть бесплатная медицина. Кто что-то имеет, приходит, бедные лечатся, а кто не имеет, и дома по себе лечатся, как по-домашнему. А операция это уже не считая операцию. Вы на консультацию идете? Нет, к врачу. К врачу. Вы же оплачиваете медицинские услуги, вам тяжело? Нет. Пенсионеры не оплачиваю. От вас не требуют? Нет. А кто ваш врач, кому вы ходите, кто вас лечит бесплатно? Родион Леонтьевич. Он кто по специальности? Сосудистый хирург. Это удобно будет. Уже ты будешь знать точно, сколько будешь платить, сколько нас стоит лечение. Это если все высчитать, это человеку, чтобы прийти, получается, к врачу, надо будет заплатить огромную сумму денег. Просто у наших людей таких сумм денег не будет заплатить.
Говоря о системе квот, которая когда-то была, да, то есть граждане, которые малоимущие, либо инвалиды, то есть которые нуждаются в лечении за пределами республики, либо за обследование, то есть оперативное лечение. То есть на сегодняшний день, как мы все понимаем, эта система квот уже не существует. То есть государство не оплачивает выезд. Или как обстоит вообще ситуация? Значит, что касается выезда за рубеж, значит, существует два способа, которые использует Министерство здравоохранения для того, чтобы оказать медицинскую помощь нашим гражданам, которые нуждаются, соответственно, в выезде за пределы республики. Не только в Российскую Федерацию, но и в дальнее зарубежье также. Первый способ – это тот, о котором вы говорили, который предоставляет, значит, Министерство здравоохранения. Это квоты, выделяемые Российской Федерацией, оплачиваемые, соответственно, также Российской Федерацией по, значит, специализированной медицинской помощи, так называемой СМП, и высокотехнологичной медицинской помощи. Включительно до конца прошлого года эта система работала. В начале этого года шли переговоры, но сейчас уже у нас есть опять возможность получать высокотехнологическую медицинскую помощь на территории Российской Федерации. То есть такое соглашение у нас уже есть. Что касается второго способа, это, то есть высокотехнологичная медицинская помощь оказывается на базе определенных медицинских центров либо лечебных учреждений. Если нашему пациенту необходима помощь, значит, в лечебном учреждении, которое не входит в этот перечень, который оказывается, значит, по ВМП, соответственно, мы на коммерческой основе посылаем его в это лечебное учреждение. То есть он едет туда, потом выставляется счет, и мы за счет своего бюджета его оплачиваем. То есть, по сути, система квот сохраняется как бы и работает? В том числе. Мне еще непонятно одна ситуация. Минздрав финансирует республиканские медицинские учреждения, а городские – Горздрав. Насколько это правильно? Получается, что ситуация в городских больницах – это то, что происходит мимо Минздрава и никак не контролирует. Система в данном случае работает так, как и работала при Советском Союзе, то есть советская система. Она была оправдана в тех масштабах, которые мы все помним, да, 1/6 часть суши. На данном этапе она осталась и функционирует до сих пор. Суть заключается в том, что Министерство здравоохранения напрямую финансирует и, значит, ему напрямую подчиняется только лечебные учреждения республиканского значения. Что касается города, в частности Сухума, то, значит, лечебные учреждения городские, в том числе и поликлиники, они финансируются бюджетом города, то есть администрацией. Соответственно, при администрации есть управление здравоохранения, так называемый Горздрав, который, соответственно, осуществляет контроль, в том числе и лечебный, за учреждениями, которые находятся в городе. Понимаю, Система но я бы выстроена хотела, так. если говорить напрямую, не хотелось бы, чтобы это управление передали Минздраву. Так неправильнее? Не проще ли это будет? Да. Возможно, вы и правы в том смысле, что, значит, есть необходимость в централизации самой системы здравоохранения, но у нас все это связано с существующим законом о местном самоуправлении, в котором расписан именно такой порядок. Если будет рассматриваться или пересматриваться закон или приниматься новое о местном самоуправлении, естественно, мы выскажем свою позицию по данному вопросу и, возможно, будем услышаны. Понятно. Я задала все свои вопросы. Я думаю, что я все свои тоже исчерпал. Большое спасибо вам за то, что ответили на все наши вопросы и были сегодня в гостях. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Спасибо. Сейчас отрепетируем, потом запишите. Так тебе уже легче было все-таки вторая передача? Ну, уже полегче, несомненно. Потому что я же говорю, если в прошлый раз это все было 40 минут, а сейчас это уже гораздо быстрее. То есть, мне кажется, что нам просто не хватает эфирного времени. Я думаю, что к следующей передаче тебе будет казаться 5 минут, настолько интересно.
Все, спасибо, снято. До следующего.